Владикавказ. Сейчас это столица Осетии и один из самых значимых населенных пунктов на Кавказе. Он был основан как военный объект по ходу экспансии на юг, а позже стал выполнять важную функцию в политическом влиянии Москвы на свои новые владения. Но и по сей день для многих остается загадкой основания Владикавказа. Как осетинские, так и ингушские политики считают эту землю своей, что вызывает немало межнациональных конфликтов на этой почве. Сегодня вы увидите около полусотни подлинных документов, что позволит поставить точку в этих бесконечных баталиях. Оставайтесь до конца, так как сюжет по ходу выпуска не единожды изменит свое течение. Будут показаны обе позиции, и к концу видео вы сможете взвесить все факты самостоятельно. Итак, из этого выпуска вы узнаете, кем был загадочный Дзаук, основавший поселение на месте будущего Владикавказа. Почему показания немецких путешественников об этой местности так сильно отличаются? И главное, какое отношение имеют ко всему этому ингуши? Если вам по душе моя деятельность, не забывайте о лайках, комментах и подписке на канал. Все это поможет большему количеству людей найти это видео. Также вы можете оказать финансовую помощь по ссылке в описании. А мы начинаем. Чуть ли не в каждом моем видео, где упоминалась Кавказская война, вы слышали об основании Владикавказа, имевшего важнейшее военное и политическое значение. Само название «Владей Кавказом» дает нам недвусмысленную подсказку, с какой целью на этом месте было возведено укрепление. Если оценить положение дел в 18 веке, можно заметить, что появление тут военной базы словно делит Кавказ напополам, что облегчает доступ наступавшим войскам как на запад, так и на восток, тем самым давая дополнительную мобильность в случае необходимости подавить восстание на захваченных землях. К тому же Владикавказ находится у самого подножия Кавказа, что должно было помешать потенциальному объединению местных жителей в единый военно-политический блок. В будущем так и случится. Имамат будет в одиночку вести войну за свои земли на востоке, а адыги будут самостоятельно защищать свои на западе. Не последнее значение в этой обособленности кавказцев имела сеть военных объектов, называемых Кавказская линия, и самый южный ее бастион, известный нам сегодня как Владикавказ. Казалось бы, все понятно и очевидно. По ходу экспансии российского государства основываются казачьи станицы и военные базы. Позже они станут поселениями и даже мегаполисами. Это естественный ход событий для большинства населенных пунктов. Но что не так с Владикавказом? Дело в том, что в отличие от подобного основания поселков где-нибудь в безлюдной степи или на болотах, в данном случае мы имеем дело с захватом чужих земель по ходу движения на юг влиятельного на тот момент гегемона. Эта местность не была пустынной и необитаема, а значит, у нее был хозяин до того, как тут начались боевые действия и сюда пожаловали военные. Потому начать это видео нужно с того, что выяснить, на чьих землях был возведен Владикавказ, а чаще всего считают его своим две соседние национальности – осетины и ингуши. Сложность этого конфликта заключается в том, что в 18 веке в политическом поле не существовало ни Осетии, ни Ингушетии в виде некого феодального княжества или же иного типа обычного для нас государства. У них не было столицы и единого должностного лица, отвечавшего за все этнические земли. Соответственно, хозяином каких-либо владений считался тот, кто на них жил. Это обычная ситуация для той эпохи. Тогда не было Google Maps, чтобы заглянуть туда и узнать владельца каждого холма или даже участка пустыни, как это возможно сейчас. Хотя это и не значит, что мы не сможем докопаться до истины, как вы поймете дальше по ходу видео. Но пока послушаем, какие существуют позиции. На официальном сайте Владикавказа, а я напоминаю, что он сейчас является столицей Осетии, написано следующее.
Владикавказ основан 6 мая 1784 года в царствование императрицы Екатерины II, как русский форпост близ осетинского селения Дзауджикау, на правом берегу реки Терек при входе в ущелье Кавказских гор. Возникновение крепости связано с развитием русско-осетинских отношений, с добровольным присоединением осетинского общества к России. То есть, согласно осетинской позиции, Владикавказ основан около осетинского селения Дзауджикау, а значит на осетинской земле. Что на это отвечают ингуши? Официальный сайт Ингушетии делится с нами взглядом на эту ситуацию. Прежде всего для связи Кавказской линии с Грузией, в 1784 году построена отрядом войск крепость Терека при входе в ущелье Кавказских гор при ингушевской деревне Зауре и названа Владикавказом. Итак, что мы имеем? Год основания сходится. Полученное название Владикавказ тоже. Но отличаются мотивы возведения военной базы в этом месте, а также, что самое главное, на чьей земле был основан Владикавказ. На сайтах сейчас можно писать все, что угодно, потому давайте ознакомимся с подлинными документами той эпохи. Оставайтесь до конца видео, документов будет очень много. Итак, в газете «Кавказ» за 1883 год мы видим статью по случаю столетия Владикавказа. Терские ведомости заявляют, что Владикавказ имеет полное основание праздновать в будущем 1884 году столетний юбилей своего существования. В материалах Будкова говорится, что в 1784 году для соединения Кавказской линии с Грузией построена отрядом войск крепость Терека при входе в ущелье Кавказских гор при ингушевском урочище Заур и названа Владикавказом. Здесь указано, что Владикавказ был возведен на ингушском участке земли, но когда же тут появились осетины? И откуда взялось осетинское название Дзауджикау? В газете за 1911 год вышло несколько статей, где нам поведали, как все было. Сегодня мы празднуем 50-летие города Владикавказа. Раньше на том месте, где ныне расположен город Владикавказ, существовал ингушский аул Заур. Но в 1784 году, по распоряжению князя Потемкина, на месте, где существовал этот аул, для охранения военно-грузинской дороги, служившей единственным удобным путем для соединения с Закавказьем, была устроена крепость Владикавказ. А в 1785 году, по указу императрицы Екатерины II от 9 мая, в крепости была выстроена первая православная церковь. Как только была устроена эта крепость, часть осетинской народности спустилась с гор и поселилась у стен этой крепости, под защитой местных войск. Образовавшийся осетинский аул стал называться Капкай, что в переводе на русский язык означает «горные ворота». Сегодня Владикавказ празднует 50-летие своего существования как город. Собственно, Владикавказ, как населенное место этого имени, возник гораздо раньше. В 1784 году для соединения Кавказской линии с Грузией на берегу Терека около ингушского селения Заур отряд русских войск построил крепость, которая была названа Владикавказом и вооружена 12 пушками. Вокруг крепости вскоре поселились спустившиеся с гор осетины. Но через 4 года Владикавказ и другие укрепления, обеспечивавшиеся сообщение с Грузией, были оставлены русскими войсками, и поселившиеся в крепости осетины, теснимые кабардинцами, ушли обратно в свои горы. В 1795 году, ввиду необходимости обеспечить сообщение с Грузией, Владикавказ и другие укрепления были восстановлены. 10 лет спустя возле крепости снова появились осетины, поселившиеся в особом ауле, который существует и поныне, входя в состав города. На этом месте в 1784 году стояла старая ингушская сторожевая башня, Галуан, и у подножья ее внизу лежали селения Заур, Тоти и Тимурка. Здесь же 12 марта 1784 года была заложена крепость Владикавказ у основания холма, где стояла старинная башня, был отслужен молебен и произведен салют. В 1806 году около было оставлено и в 1788 году земляной крепости Владикавказ вторично поселились осетины, и в старой Заурской башне временно жил тогда комендант. В это время нынешняя осетинская слободка только еще возникала и по фамилии своего основателя Дзаук носила название Дзауджикау.
В 1858 году, когда крепость Владикавказ была обнесена каменной стеной, в этом месте был ее важный выдающийся стратегический фас. И старая ремонтированная и обновленная Заурская башня зорко стерегла его. Теперь прошли беспокойные времена, башня рухнула, ее разобрали-забыли и погребли память о ней. И только кусок несокрушимого фундамента яма да самый холм говорят о том, что здесь что-то было. В целом довольно объемный пласт сведений мы с вами получили из газет 19-го, начала 20 века, а сейчас узнаем, что тогда писали в книгах. К вашему вниманию путеводитель по Кавказу, изданный на стыке двух столетий. В 1784 году для охраны военно-грузинской дороги построена была небольшая крепость у Терека при входе в ущелье Кавказских гор. Около ингушского урочища Заур и названа Владикавказом, а в 1785 году по указу Екатерины II в крепости выстроена была православная церковь. Вскоре в окрестностях Владикавказа поселились спустившиеся с гор осетины. В 1788 году Владикавказ вследствие ожесточенного напора горцев был оставлен, и поселившиеся при крепости осетины, теснимые кабардинцами, снова ушли в горы. Около 1795 года Владикавказ был восстановлен. В 1805 году возле крепости вторично поселены осетины в особом ауле, составляющем ныне часть города, а в 20-х годах образовалась слободка из семейств отставных солдат и переселенцев из России. Иллюстрированный практический путеводитель по Кавказу, 1902 год. Если мы заглянем в книги более давние, то увидим то же самое. Давайте ознакомимся с книгой члена Академии наук и тайного советника Будкова. В 1784 году построена отрядом войск крепость у Терека при входе в ущелье Кавказских гор при ингушевской деревне Заур и названа Владикавказом. Коль скоро Владикавказ основан, нарочитое число осетинцев, выйдя из гор, тут в окрестности поселились. Устроя селение и обрабатывали пространные поля вокруг Владикавказа в пусте лежащие и имели совершенный покой и тишину от соседей. Владикавказ и прочие устроенные для сообщения с Грузией укрепления в 1788 году оставлены, поселившиеся при Владикавказе осетинцы паки выбрались в горы. Тем паче, что кабардинцы Малой Кабарды сих выселившихся из гор в особую слободу осетинцев сильно притесняли и разоряли. Материалы для новой истории Кавказа, 1869 год. Буквально слово в слово с теми же фактами и деталями описывают основание Владикавказа и еще несколько книг 19 века. В 1784 году для соединения Кавказской линии с Грузией построена отрядом войск крепость у Терека при входе в ущелье Кавказских гор при ингушевском урочище Заур и названа Владикавказом. В скором времени по устройству Владикавказа в окрестностях его поселились спустившиеся с гор осетины. В исходе 1788 года Владикавказ и прочие укрепления, устроенные для сообщения с Грузией, были оставлены и поселившиеся при крепости осетины, теснимые кабардинцами, снова ушли в горы. Около 1795 года Владикавказ и другие укрепления восстановлены. В 1805 году у Владикавказской крепости вторично поселены осетины в особом ауле, составляющем ныне часть города. Сборник сведений о Терской области, 1878 год. В 1784 году для соединения Кавказской линии с Грузией построена отрядом войск крепость у Терека при входе в ущелье Кавказских гор, около ингушского урочища Заур и названа Владикавказом. В скором времени в окрестностях его поселились спустившиеся с гор осетины. В исходе 1788 года Владикавказ и прочие укрепления, устроенные для сообщения с Грузией, были оставлены и поселившиеся при крепости осетины, теснимые кабардинцами, снова ушли в горы. Около 1795 года Владикавказ и другие укрепления восстановлены. В 1805 году у Владикавказской крепости вторично поселены осетины в особом ауле, составляющем ныне часть города. Терский календарь на 1896 год, 1895 год. Ингуши, или как они себя называют галга, есть потомки выселившихся из гор джараховцев, кистинцев, галгаевцев и других жителей соседних с ними горских обществ. Еще в первой половине прошлого столетия ингуши под этим именем уже были известны русским,
Их также называли кистами или киштинцами. Когда именно началось переселение ингуш из гор на плоскость, определить достоверно невозможно. Но судя по тому, что ингуши под этим именем уже были известны русским в первой половине прошлого столетия, нужно предположить, что переселение это совершилось еще задолго до нашего знакомства с ними. Во второй половине того же столетия ингуши уже несомненно обитали на плоскости, так как в 1784 году при ингушской деревне Заур была основана крепость Владикавказ. Сборник сведений о кавказских горцах, 1876 год. В 1784 году близ ингушского аула возведено маленькое укрепление Владикавказ, которое вместе с другими обеспечивало нам дорогу от Моздока в Грузию. Новейший иллюстрированный путеводитель по Крыму и Кавказу, 1897 год. В целом уже становится понятно, как выглядела обстановка около основания Владикавказа, но помимо этого у нас с вами есть детальное описание местоположения всех кавказских племен начала 19 века. Что может быть лучше для нас, чем узнать, кто где жил задолго до создания национальных автономий? Дополнительно это поможет нам понять, на чьих все-таки землях был основан Владикавказ. Ингуши сами себя называют ламур, то есть горный житель, а от соседних народов называются ингуши и галгаевцы. Обитают по обеим берегам реки Сунжи, от самого истока до редута Назрана, по левому берегу реки Аса или Шадгира, от развалин древней церкви до Карабулакского аула. По обоим берегам Кумбелея, от самого ее истока в Джейрахском ущелье до Елисаветинского редута, и по обеим сторонам реки Терека, от Владикавказской крепости до впадения в Терек реки Пога. Узкая полоса земли, простирающаяся в длину с юга на север, от горы Казбека до Владикавказской крепости с небольшим 40 верст, а в ширину едва составляющая 8 верст. И ограниченная с запада течением реки Терека, а с востока землей ингушей, служит жилищем кистинам, собственно так называемым. Осетия граничит к западу и юго-западу с землей балкарцев, и Большой Кабарды, будучи с юга, востока и северо-востока ограничена течением реки Терека, отделена ею от земель кистинских. Земля кистинскими племенами населенная, на севере отделена от брагунского владения рекою Сунжию. Западным течением сей же реки и сухою чертою, простирающуюся от редута Назрана до впадения в реку Терек реки Арадона. Отделена от Малой Кабарды течением Терека, от самого истока до означенного слияния с Арадоном отделена от Осетии. Картина Кавказского края, 1835 год. Для полного понимания описываемых земель будет лучше, если я покажу вам их наглядно. Итак, вот Владикавказ. Осетинские земли, согласно книге начала 19 века, не выходили за естественный заслон в виде течения Терека, что вполне логично. Чтобы вы еще больше осознали, насколько важными являются эти сведения, вот как все это выглядит на фоне нынешней Осетии. Как видите, большая ее часть даже не была заселена осетинами до 19 века, в том числе земли Владикавказа, Беслана и Моздока. А кто же тогда там жил? В книге названы кистинские племена, они же нахские племена, но коль мы сейчас обсуждаем западные земли Кистин, то повествование ведется об ингушах. Они жили к югу от Сунжи, и эта условная линия доходила вплоть до Арадона, это за нынешним Бесланом. Дальше уже начинались земли адыгов. Что касается запада, то здесь межою аж до самого Кавказа служили упоминаемые выше воды Терека. Учитывая, что и Владикавказ, и Беслан основаны к востоку от него, то и земли эти считались тогда ингушскими. Точно такие же сведения о местах обитания кавказских племен мы находим в книге еще более давней. Кистинские земли простираются от правого или восточного берега Терека, лежащего супротив осетинцев, до левого берега Аксая. По северному скату Кавказа, занимая от юга к северу часть высоких шиферных гор у подошвы хребта, наконец передовые горы даже до предгорий и до холмистых долин. Граничит к северо-западу с Малою Кабардою, отделяемого Сунжию, к западу с Осетией. Следующие реки, начиная от запада на восток, протекают или омывают кистинские земли. Терек в вершинах своих до границ Малой Кабарды, правым берегом своим отделяет кистов от Осетии.
Кисты живут по правому берегу Терека в высоких горах, напротив осетинского колена тагауров, с коими состоят в непримиримой вражде. Бесплодные земли их простираются от Владикавказской крепости до Дариела, где начинается грузинская граница. Деревни их, Заурово и Джарах, почитаемы за сборные места двух разных обществ. Кисты сами себя называют попеременно кисты, галга, ингуши, и одно название вместо другого употребляют. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, 1823 год. Думаю, что с землями понятно, но для полного комплекта следует добавить книги не только 19 века, но и более поздние, а именно начало 20-го. Попробуем теперь посмотреть поближе, как живут ингуши в своих селениях, и для этого сделаем прогулку по одному из них. Далеко из города ехать нам не придется, так как ингушские селения или аулы, как называются поселки горцев на Кавказе, сами ингуши называют их юртами, начинаются сейчас же под Владикавказом. Особенно сильными и опасными врагами были здесь кабардинские князья. В войнах против горцев они пользовались помощью русских войск. Это заставило ингушей и других горцев, боровшихся с кабардинцами, просить русских принять их в свое подданство. И около 100 лет назад ингуши стали под русскую власть. На ингушской земле русские войска построили крепость, а вокруг нее начал мало-помалу расти город Владикавказ. Ингуши, 1925 год. Владикавказ основан в 1784 году на месте незначительного ингушского аула. Вначале это было небольшое укрепление, обнесенное земляным валом, а местами даже просто плетнем и рвом. Путеводитель по военно-грузинской дороге, 1925 год. Для охраны движения по Дарьяльскому ущелью русский командующий войсками Дельпотца заключил в 1801 году с ингушами договор, по которому они за определенное вознаграждение должны были выставлять охрану в 1000 воинов. Подобный же договор был заключен с ингушами при основании в 1784 году при ингушском урочище Заур укрепления Владикавказ. Горная Ингушетия. К материалам по экономике альпийского ландшафта, 1928 год. Земли кистов простирались от теперешнего Владикавказа до Дарьяла, где уже начиналась граница Грузии. Деревни их, Заур, Владикавказ и Джарах, считались за главные и служили сборным местом обществ. По имени главных деревень кистов русские называли их зауровцами и джараховцами. В нескольких верстах на восток от деревни Заур начинались аулы ингушей – Вапи, Осет, Макарий и другие, расположенные в 2 километрах один от другого. 24 июня 1783 года в Георгиевской крепости, ныне город Терской области, был подписан, как известно, акт о вступлении Грузии под покровительство России, что выдвинуло тогда же на первую очередь вопрос об удобном и безопасном сообщении Кавказской линии с Закавказьем. С этой целью между Моздоком и подошвой главного хребта было построено в 1784 году на правом берегу Терека 4 укрепления. Из них 4-е, самое южное, замыкающее вход в теснину Терека, получило название Владикавказ в знак владычества над Кавказом. Конечно, владеть Кавказом оно не могло, но было первым шагом к этому. И на том месте, где стояло селение Заур, была воздвигнута русскими по тому времени сильная Владикавказская крепость. В 1785 году в Чечне появился проповедник нового мусульманского учения шейх Мансур, который взволновал весь Затеречный край. Гарнизоны, занимавшие укрепление Моздока до Владикавказа включительно, по своей малочисленности не были в состоянии предохранить дорогу в Грузию от нападения чеченцев. Вследствие этого в 1786 году решено было бросить недавно возведенные укрепления. С уходом войск положение осетин, поселившихся около Владикавказской крепости, среди враждебно настроенных к ним ингушей и кабардинцев, сделалось невыносимым. И они, побросав свои сакли, спешно поднялись в горы. События изменили решение, принятое русским правительством в 1786 году и в 1803 году, вместе с рядом других укреплений, по пути на Моздок, снова была возобновлена крепость Владикавказская. В том же году осетины снова спустились с Тагаурских гор и поселились уже навсегда около валов южного фаса крепости. Геодезическая съемка и краткое описание города Владикавказа,
1928 год. Момент с основанием Владикавказа очень важен из-за событий советской эпохи, а именно зачисление в список неугодных нескольких национальностей и их дальнейшего выселения. Одними из таких стали ингуши. В книгах на эту тему мотивы коммунистов часто связывают именно с амбициями должностных лиц осетинской автономии. Для получения железного основания на незаконно захваченные земли на Востоке им нужно было доказать, что осетины там жили изначально. Владикавказ был основан на правом берегу Терека на месте 3 ингушских аулов, из которых наиболее крупным был аул Заур. Осетины же жили на левом берегу. В конце XVIII века русские военные власти для увеличения гарнизона Владикавказа привлекли туда осетин, живших в горах. В начале XIX века была восстановлена крепость у входа в Дарьяльское ущелье, и осетины возвратились на свои старые места. Позднее их выселили, и они обосновались неподалеку от Владикавказа Вольгинской. Наказанные народы, 1978 год. Как видите, десятки, если не сотни документов называют землю, где был основан Владикавказ, ингушской. Но неужели нет ни одного источника в пользу осетинской позиции? Конечно, есть. Было бы необъективно не упомянуть сведения, ставшие фундаментом для возникновения сомнений в том, что это земли ингушей. Хотя таких документов всего несколько, но давайте с ними ознакомимся. Владикавказ основан в 1784 году на месте небольшого осетинского аула Капкай для охранения военно-грузинской дороги, служащей единственным удобным путем в Закавказье. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона, 1892 год. Владикавказский пост по имени расположенного близ него осетинского аула Капкай назывался еще и Капкайским, последнее название удерживалось и доныне. Кавказский календарь на 1852 год, 1851 год. Возможно, сейчас вы окончательно запутались и не понимаете, как такое возможно, но... Спокойствие, только спокойствие. Как вы могли заметить, в обеих цитатах появляется название Капкай, чего нет во всех остальных источниках. В этом и заключается ключ к пониманию. Поселение, что находилось на месте будущего Владикавказа, во всех документах называется Заульков и обозначается ингушским. Но в этих двух источниках аул назван Капкаем и уже осетинским. Имеется ли в виду одно и то же поселение, но с двумя названиями? И да, и нет. В год основания Владикавказа официальное название у этого поселения было одно – ингушское. Это вы и можете наблюдать на схеме 1784 года. Но спустя 50 лет на этом же месте находится уже осетинский аул Капкай, и появление его на месте ингушского поселка четко обозначено в документах той эпохи. Раньше на том месте, где ныне расположен город Владикавказ, существовал ингушский аул Заур, но в 1784 году, по распоряжению князя Потемкина, на месте, где существовал этот аул, для охранения военно-грузинской дороги, служившей единственным удобным путем для соединения с Закавказьем, была устроена крепость Владикавказ. А в 1785 году, по указу императрицы Екатерины II от 9 мая, в крепости была выстроена первая православная церковь. Как только была устроена эта крепость, часть осетинской народности спустилась с гор и поселилась у стен этой крепости, под защитой местных войск. Образовавшийся осетинский аул стал называться Капкай, что в переводе на русский язык означает «горные ворота». В некоторых печатных источниках говорится, что Владикавказская крепость была построена на месте осетинского селения Капкай. Но это, пожалуй, не так, и опровергается следующим. Правый берег Терека принадлежал, как это выше сказано, ингушам и кистам. Не могли осетины на чужой земле враждебных им племен начать свой аул. Наконец, своим наименованием Владикавказа Дзауджикау осетины подтверждают это мнение, так как Дзаук есть имя собственное Заур, а Кау – селение, иначе селение Заура. Геодезическая съемка и краткое описание города Владикавказа, 1928 год. Как видите, ситуация вполне понятная. Было ингушское поселение Заульков, возвели Владикавказ, подселили осетин и появился осетинский аул Капкай на том же месте.
Но это понятно для нас сейчас, спустя 200 лет, когда мы видим все документы и можем осуществить их анализ. Но тогда у людей была путаница, в документах написано «Ингушский аул», а когда они посещали Владикавказ, то видели на юге от него осетинское поселение. Соответственно, судили по факту того, что видели собственными глазами. А что тут было 50 лет назад, мало кого волновало. Самый известный такой эпизод случился с Пушкиным в 19 веке. Мы достигли Владикавказа прежнего Капкая в преддверии гор. Он окружен осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная 2 валами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурки и положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Валы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, в верстах в 30 от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года, 1836 год. Не заметили ничего необычного? Будьте внимательны к деталям. Пушкин называет Владикавказ Капкаем и описывает осетинские аулы поблизости, что, казалось бы, свидетельствует о том, что это осетинская земля. Но его удивляет, что тело покойника должны были отвозить за несколько десятков километров от этого места. Скажите мне, в каких случаях у людей нет возможности похоронить своих близких неподалеку от своего селения? И кто в адекватном состоянии будет везти в такую даль покойника, когда столько земель есть возле собственного аула? Да, вы угадали, в случае, если это не твои земли. После возведения Владикавказа в 1784 году, спустя несколько лет военные отступают за Кавказскую линию, и осетины тут же оставляют эту землю и уходят к себе, как мы читали не единожды в документах. Когда военные снова занимают Владикавказ, вслед за ними опять появляются осетины. Потому к моменту, когда здесь побывал Пушкин, хоть и большое количество осетин уже поселилось около Владикавказа, они понимали, что в любой момент могут уйти, как сделали незадолго до этого. А значит, и своих покойных близких здесь нельзя было оставлять. Осетины не чувствовали себя на своей земле и в любой момент были готовы покинуть это место. Будущее их аулов около Владикавказа полностью зависело от успехов российского генштаба в Кавказской войне. Пока они побеждали, осетины могли здесь жить под защитой. Остается не
цитата из нее даже удостоена памятника в осетинской столице. Это не стих, не знаменитая пословица и даже не важное поучение для молодых поколений. Всего лишь одно упоминание, что на месте Владикавказа находился осетинский аул. Давайте послушаем полную цитату. Наконец я покинул ингушей, перешел Кумбулей, пошел на запад к горам и через 3 малых ручья, текущих в глубоких берегах, на 7-й версте вышел к деревне Зауров. Она расположена на правом высоком берегу Терека в 2 верстах ниже предгорья. Старшина Гета, родственник моего хозяина Сайку, самый уважаемый здесь человек, принял меня наилучшим образом. У него одного каменная башня и дом, другие строения из бревен с огромными дворами. Это самая первая осетинская деревня. Итак, этот путешественник идет с востока на запад, от ингушей к осетинам, и в отличие от десятков документов, что я вам сегодня показал, он называет Заульков осетинским поселком. Что ж, любой на моем месте ответил бы так: основываться на записях немецкого путешественника о Кавказе настолько же глупо, как если позволить кавказцу погулять по Нижней Саксонии и потом на его показаниях обсуждать, на чьих землях основаны Геттинген или Хильдесхайм. Хотя на данный момент все осетинские амбиции на Владикавказ основаны именно на записях этого немецкого путешественника. Но я не любой, и потому еще несколько дней своей жизни положил на то, чтобы выяснить, где тут логика. Все документы как один называют этот аул ингушским, и только этому немцу вздумалось записать его осетинским. И что вы думаете? Я нашел ответ. Клин клином вышибают, а показания немца вышибают сведениями от еще одного немца, но куда более известного. Нет, не этого. 24 декабря мы продолжили далее свой путь вдоль правого берега Терека. Через 4 версты с левой стороны у нас оказалась ингушская деревня Заукоа, которая ныне русскими называется Заурово. Она лежит на крутом берегу Терека около 2 верст ниже предгорий. В Заурово живут совместно ингуши и осетинские беглецы, почти все в деревянных домах, но последние превышают численностью первых, так что эту деревню можно также назвать осетинской, как ингушской. Путешествие по Кавказу и Грузии, немецкий востоковед Юлиус Генрих Клапрот, 1812 год. Они жили в одну эпоху, а потому менталитет и подход к описанию местности, видимо, у них был схож. Известный немецкий востоковед хоть и отлично знал, чья это земля, как мы это видим в начале цитаты, но тоже чуть было не назвал этот аул осетинским. Почему? Тут он объясняет, с чем это связано, что дает нам ключ к пониманию. Сам поселок в его глазах несомненно ингушский, но в нем нашло спасение такое количество осетинских беглецов, что по численности они, возможно, уже стали большинством. То есть поселок-то ингушский, да только беженцев там стало больше, чем хозяев. Видимо, это и смутило немецкого путешественника, когда он там побывал. Естественно, его мало беспокоило, чья это земля, кто этот аул основал и кто его населяет. Он описывал только то, что видел на своем пути. Большая часть, или может уже даже большая часть жителей к тому моменту, были спасавшиеся от мести осетины. В этой же книге замечательно описана схема заселения ингушских земель осетинскими беглецами. Обычно эти осетины платили дань ингушам, которые владели этой местностью, но потом они постепенно усиливались благодаря новым переселенцам и беглецам в горах, так что они теперь причисляют себя к тагаурским осетинам и не платят более дань. Путешествие по Кавказу и Грузии, немецкий востоковед Юлиус Генрих Клапрот, 1812 год. То есть мы видим, как важен подход в описании местности. 2 немца побывали в одном и том же поселке, но отнеслись к этому каждый по-своему. Если немецкий востоковед детально изучил суть того, что увидел, к тому же узнал, какие события случились незадолго до этого, какая обстановка была между кавказскими племенами и во всех мелочах донес до нас полученные сведения, то в случае путешественника мы наблюдаем совсем иную ситуацию. Побывав в этом ауле, возможно, услышав осетинский язык или же увидев большое количество живущих там осетин, он буквально внес эти данные в свой дневник, что позже позволит осетинским коммунистическим деятелям создать целую фантастическую эпопею о неком Дзауге, жившем на этом месте 2000 лет до основания Владикавказа.
Естественно, о том, что этот заук когда-либо существовал, вы ни одного документа не найдете. Коль мы уже вспоминали сегодня аналогию с Нижней Саксонией, то вот вам еще одна. Если вы поедете сегодня в Кёльн, то уже на ЖД вокзале можете заметить, что большинство там составят беженцы ближневосточной внешности. Не вникая в ситуацию и не пытаясь выяснить, что к чему, у вас может сложиться ложное убеждение, что вы попали не в немецкий населенный пункт, а, допустим, афганский. В своем дневнике вы отметите: в Кёльне полно афганцев, и спустя 200 лет какие-нибудь ученые из Кабула будут считать, что Кёльн стоит на афганской земле, основываясь только на ваших заметках путешественника. Вы думаете, что это глупо? Я с вами согласен. Но именно так все и выглядит в контексте Владикавказа. Все документы, что вы только можете найти, указывают, что Владикавказ основан на ингушских владениях, но осетинские власти почему-то из всего этого объемного списка неудобных для них источников отыскали книгу некого немецкого военного путешественника по Кавказу и по одной лишь записи в его дневнике воздвигли целую легенду. К слову, был еще один немецкий ученый, побывавший около Владикавказа. Владикавказ лежит в краю ингушей, которых русские по главной реке называют назрановцами, и которые разделяются от осов рекою Тереком. Сбоку от Владикавказа живут, как было уже сказано, ингуши, напротив, в противоположном направлении 4 осских рода. Поэтому левую половину равнины я ранее называл Оской, в свою очередь правую надо называть ингушской. Кавказская военная дорога, Кубани, полуостров Тамань, 1851 год. И снова мы видим одно и то же во всех документах 19-20 веков. Никакого Цзао-Джикау, никаких осетинских земель на месте Владикавказа. До советской эпохи даже мысли ни у кого не было, что, оказывается, все выглядело иначе. Как известно, военно-грузинская дорога проходила по земле тагаурских осетин. На противоположном правом берегу реки Терека жило одно из колен чеченского племени – кисты. Земли их простирались от теперешнего Владикавказа и до Дарьяла, где уже начиналась граница Грузии. Деревни их Заур, теперь Владикавказ, и Джарах считались за главные и служили сборными местами двух различных обществ. Прошлое Владикавказа, 1911 год. Забавный факт. Даже когда военачальник Василий Потто в одной из своих книг назвал этот аул осетинским, Московский публичный музей посчитал это опечаткой или же неосознанной ошибкой военного и внес изменения с осетинского на ингушский. То есть 100 лет назад тот факт, что земля под Владикавказом считалась ингушской, был настолько очевидным, что даже не вызывал сомнений. Тогда что же случилось в годы Советского Союза и как так вышло? Ведь еще в 18, 19, 20 веках земля считалась ингушской, а сейчас Владикавказ — это столица Осетии, а к ней в виде бонуса отошло еще несколько десятков километров к востоку. Если хотите узнать об этом, поставьте лайк под видео, дайте знать в комментах и подписывайтесь на канал. Исходя из вашей активности, мне станет ясно, насколько вам бы хотелось увидеть еще один выпуск на эту тему. А пока хочу вам показать, что даже в советскую эпоху не все еще попали под политическую агитацию об осетинском Владикавказе. Владикавказ основан в 1784 году на месте незначительного ингушского аула. При основании укрепление получило название Владикавказ, туземцы стали его именовать тюркским именем Капкой или Капкьей, переделанным русскими в Капкай. Капы — ворота, проход. Кой или Кей — это селение. Осетины называют Владикавказ Цзао-Джикау. Дзаук – имя собственное Заур, а Кау – селение. Иначе селение Заура. Путеводитель по военно-грузинской дороге, 1925 год. Фамилия Мальсаговых была сильна и многочисленна еще в середине XVIII века. Известно, что сын главы этого вяра Мальсага, Дзавк или Дзаук, основал на плоскости ингушский аул Заур, населенный ингушами и осетинами, с преобладанием по штедеру последних. На этом месте в 1784 году возник город Владикавказ, называемый у осетин и вайнахов по его имени Цзауккау или Цзао-Джикау. Средневековая Ингушетия, 1971 год.
Как мы видим из этих двух источников, осетинская Дзау-Джикау – это не что иное, как видоизмененное название ингушского поселения, а мифический осетин Дзаук, вот ему даже памятник во Владикавказе установили, оказался самым обыкновенным ингушом, основателем этого самого поселения из фамилии Мальсаговых, как считает советский исследователь. Ну а что если ингуши подкупили ученых, чтобы те специально всем назло написали эти книги и оболгали славное осетинское наследие? Значит, ингуши настолько влиятельные, что подкупили даже осетинских ученых. В 1998 году в самой столице Осетии издается книга, где описано основание Владикавказа, и буквально точь-в-точь мы видим то же самое. Знакомые нам многочисленные цитаты из документов 19 века, но уже из уст осетинских исследователей. Когда весной 1784 года наместник Кавказа Павел Сергеевич Потемкин основал у входа в Кавказские горы военное укрепление для охраны дороги из Моздока в Закавказье. Он мог бы предложить для него любое название, какое бы пожелал. Но будучи человеком умным, генерал понял, какое значение будет иметь в будущем крепость у входа в Кавказские горы, поэтому и назвал новую крепость Владикавказом. Военная администрация позволила поселиться у южных фасов крепости целому аулу осетин, который в тех же границах сохранился до нашего времени под названием Осетинская Слободка. В феврале 1944 года Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу Совнаркома Северо-Осетинской АССР о переименовании города Орджоникидзе в город Дзау-Джикау. Названный так по имени жителя аула Кани-Дзауга, первопоселенца у стен крепости. Книга кандидата исторических наук, краеведа, профессора Северо-Осетинского государственного университета, лауреата Государственной премии имени Хитагурова, исследователя Генри Кусова. Подождите, вы ведь слышите то же самое, что и я? Осетинский аул поселили возле Владикавказа уже после его основания? Дзаук – это поселенец из аула Кани. Может, это где-то неподалеку, может, он по соседству находится. А нет, вот он Кани. А где же Владикавказ? Что-то его не видно. На самом деле аул Кани находится высоко в ущельях, далеко от Владикавказа. Это и есть те самые ущелья, описанные в отчетах военных, откуда осетин заселяли на плоскость. Это и есть те самые ущелья, куда увозили покойников, чему удивлялся Пушкин. Это и есть те самые ущелья, куда ушли осетины после того, как солдаты покинули Владикавказ. Сейчас все сошлось воедино, и пазл сложился. Конечно, это замечательно, что не все осетинские ученые готовы искажать подлинные факты, идя на поводу у алчных политиков. Сегодня Владикавказ стоит на осетинской земле. Спустя несколько лет Москва и Лондон окажутся исконно осетинскими землями. Все начинается с подобных малых фальсификаций и в итоге создает головную боль и межнациональные конфликты между соседями. Напоследок покажу вам еще несколько свидетельств, так сказать, на закуску. Это документ 18 века. Владикавказ еще не основан, но на его месте имеется надпись. Подскажите мне, что тут написано? Осетины? Может быть, где-то неподалеку Дзаук основывает 5000-летний Владикавказ? Нет, что-то не видно. Зато отлично видно надпись «Ингуши» и «Кисты». К тому же, вот этой вот линией отмечены их земли обитания. Удивительно то, что здесь они обозначены и на левом течении в том числе. А где тогда осетины? А они еще находятся значительно западнее. Осетинские беглецы, упомянутые в документах, появятся здесь позже. Вот еще один, только уже после основания Владикавказа. Здесь еще существует ингушский аул. Вплоть до нынешнего Беслана имеется надпись «Ингуши», а к югу от Владикавказа обозначены Кисты. Как видите, местоположение четко сочетается со всеми исследованными сегодня документами. На карте, созданной за год до основания Владикавказа, нам любезно поведали, кто же там жил.